Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. В студии Айдана Ховалых. И сегодня в выпуске. Тувинская делегация в Луганской Народной Республике завершила свою миссию. В День Героев Отечества жители Тувы возложили цветы к вечному огню. К Международному дню борьбы с коррупцией состоялась пресс-конференция правоохранительных органов Тувы. 10 декабря открывается станция «Тайга». На этой неделе глава Тувы Владислав Ховалых посетил с рабочей командировкой территории Луганской и Донецкой народных республик. В ходе поездки он встретился с руководствами новых регионов и посетил места дислокации военных подразделений, в которых служат наши ребята. Владислав Ховалых подвел итоги командировки. С главами ЛНР и ДНР глава Тувы обсудил пути решения поднимающихся проблем. Одна из них – нехватка врачей. Вот, может быть, на постоянной основе мы оказывали помощь. Одни уехали, через какое-то время еще где-то там поддержали. Вот. Я сказал, мы изучим. Скорее всего, если добровольцы будут, мы посмотрим и в следующем году будем направлять. Делегация Республики Тыва выполнила задачу по оказанию гуманитарной помощи в Луганской Народной Республике. Сталинградский дом дружбы обрел нового друга – объединение народов Тувы. Из Луганской Народной Республики передает наш корреспондент Сайгын Перпё. Мы уже рассказывали ранее о подготовке тувинской делегации к выездной гуманитарной акции «Народы вместе сквозь года». Настало время, когда груз был сформирован, и совместная команда из Тувы и Дома дружбы Волгограда выдвинулась колонной в направлении Луганской Народной Республики. Ребят, есть такое слово «красавчики». Отработали, я не знаю, вот Голливуд – это вот про вас. На первых километрах территориальной автодороги ЛНР редко проскакивающие среди гражданских автомашин армейские грузовики начали сменяться небольшими колоннами более тяжелой военной техники. На юге солнце закатывается как-то быстро. В Луганск мы въезжали уже в темное время суток. Короткий отдых и на следующее утро снова в путь. Вот остались последние штрихи, уже собираемся выдвигаться в город Северодонецк. Вот, ребята уже загружаются, и сейчас уже буквально через несколько минут уже выезжаем. Вода в Северодонецке очень ценится, поэтому ее нужно много. Не для раздачи, для этого такого количества едва ли хватит. Вода необходима именно для успешного проведения акции, поэтому грузим и грузим. Северодонецк нас встречает многочисленными разбитыми домами. Именно в этих домах устраивали позиции украинские военные. Ребята-волгоградцы сразу предупредили, лучше унять любопытство и не заходить в эти дома. Могут остаться не разорвавшиеся боеприпасы и даже взведенные мины. Мы сейчас находимся в городе Северодонецке, где в настоящее время проходит акция «Народу вместе сквозь года». В этом городе проходили одни из жарких боев. Результат налицо. Временной дислокацией гуманитарной колонны стал центральный рынок города Северодонецка. Вот где каждый почувствовал на себе, что такое команда. Никто не кичился своими заслугами или регалиями. Работали все. Председатель узбекского землячества в Волгоградской области колдовал аж над 3 огромными казанами с пловом. Морковка есть хорошая, мясо, приправы, масло. Еще какие-то специфические есть? Барбарис, зира, кориандр для мяса и твоя душа. Дело нашлось всем. Наш знаменитый земляк Игорь Кашкиндей вообще оказался мастером на все руки. В какой-то момент наша съемочная группа заметила его с топором в руках. Долго я не рулил дрова. Сейчас вот Северодонецк. За 1000 миль от дома? Да. Пока развертывалась национальная кухня, часть команды направилась в Лисичанск. В дороге никаких остановок. Главная точка – ближайший рынок, где хоть как-то идет торговля и можно встретить местных жителей.
Город Лисичанск. Груз доставлен по месту назначения. Люди начали получать долгожданную помощь. И хотя время от времени слышна канонада, люди, видимо, к этому привыкли и не обращают внимания. Весть о прибытии гуманитарки разнеслась с быстротой молнии. Лисичанцы моментально образовали очередь. Бросалось в глаза, что люди действительно истрадались и нуждаются буквально во всем. Я извиняюсь, но вы хлеб не даете? Идем куда? Конечно. Главная же цель нашей миссии – охватить новогодними подарками по мере возможности детей. И они подходили. Тебя как зовут? Саша? Наступающий у тебя? Фургончик был опустошен подчистую в полчаса. Если честно, были сомнения, что хватит всем. Очередь закончилась буквально с последним продуктовым набором. Едем в Северодонецк, где нас встречает 100-метровое полотнище российского триколора. Кто-то сказал, что есть поверье, что если пробежаться под флагом, то сбываются пожелания. Вот и плов подошел. Неописуемый аромат разносился по всей площади. Более 1000 жителей Северодонецка сегодня попробовали сразу 3 вида этого восточного блюда. Узбекский, афганский и краснорисный киргизский. Сегодня действительно уже стало, наверное, доброй традицией, то, что наши друзья, можно сказать, со всей России приезжают поддержать в это тяжелое время жителей города Северодонецк, города Лисичанск, города Рубежное. И такие акции, действительно, нашим жителям очень важны. Вы сами можете увидеть огромное количество людей, которые, действительно здесь стоят, не из-за тарелки, понимаете, горячей еды. Люди просто хотят общения, люди хотят в первую очередь знать, что о них не забывают. И действительно, они чувствуют поддержку и реально благодарны. Акция завершилась раздачей необходимых вещей, а самое главное – продуктов питания. Конечно, для многотысячного города одно мероприятие проблему не закроет. Но моря заполняют реки, а реки поддержки идут в Донбасс со всей страны. Вместе мы преодолеем все трудности. А нам пора домой, где мы расскажем о прошедшей миссии более подробно. Сайгын Бербюбеда, Коржак, Тува-24, Луганская Народная Республика. В каждом уголке России идет сбор гуманитарного груза. Как и 80 лет назад, страна в едином порыве помогает военнослужащим, пребывающим в данный момент в зоне специальной военной операции. Характер и содержимое гуманитарного груза часто зависит от особенностей того или иного региона. О том, как и что собирают в качестве помощи в Кызыле, узнал Эрес Мангуш. Тува, как мы знаем, аграрный регион. В зиму, в непривычную для солдат Сибири, влажную сырую погоду, важно сберечь здоровье бойцов, считают в едином штабе помощи участникам СВО. А такой удивительный природный материал, как овчина, до сих пор не утратил своей актуальности, несмотря на разнообразие материалов на рынке. До отправки нового гуманитарного груза из Тувы осталось совсем немного времени. 18 декабря уходит груз для наших ребят, и по их запросу мы обращаемся к жителям нашей республики с просьбой, чтобы в штаб приносили вот такие овечьи шкуры. Они незаменимы в походных условиях, и благодаря таким предпринимателям у нас есть возможность собрать такой груз для наших ребят. Выделкой овечьих шкур занимаются предприниматели из Дальнего Кахема, которые не первый год работают в цехе и имеют опыт. Стоимость одной готовой овчины у предприимчивой семьи – 1500 рублей. Стали участниками проекта ТЮК, который наш Минсельхоз проводил. И там победили и начали производство с 2012 года, начали производство войлока. И в этом году начали шкуру выделывать. Каждый раз, когда отправляется помощь ребятам, я носки им давала из овечьей шерсти, из лошадиной гривы. Так-то мы давали, помощь оказывали, потому что там тоже находится мой родной самый младший брат. Сегодня у нас депутатский корпус закупает партию 13 штук. И в дальнейшем мы с ними договорились, что они будут такие шкуры готовить. А жители, надеюсь, организации, депутатский корпус, они будут приобретать для наших ребят. Единый штаб помощи находится в Кызыле по адресу улица Кочетова, 155. Депутаты Кахемского района уже закупили овечьи шкуры и готовы передать груз в штаб. Дополнительно заказали темные зимние носки из
из лошадиной гривы. Воины на передовой должны получить теплые вещи к Новому году. Коллеги, призываю вас также поучаствовать в таком же мероприятии и поддержать наших ребят, которые на сегодняшний день находятся в специальной военной операции. Прием и отправка в чины должны быть поставлены на поток, а самый скорый гуманитарный груз из Кызыла через всю Россию отправляет 18 декабря из единого штаба. Эрес Мангуш, Владимир Суртук, Белек Оржак, Тува-24. Сегодня, 9 декабря, на площади Победы в Кызыле состоялся митинг, посвященный Дню Героев Отечества. Это памятное мероприятие является свидетельством безмерного признания и уважения к подвигам верных сынов и дочерей нашего Отечества, совершенных ими в самые разные периоды истории. Несмотря на суровые погодные условия, на площади Победы собрались ветераны, волонтеры, студенты, члены правительства республики, представители правоохранительных органов и силовых структур, жители города. Пришедшие почтили минутой молчания память всех российских и советских воинов, погибших в боевых действиях, и в знак памяти возложили к вечному огню цветы. Глава региона Владислав Ховалы, который в четверг вернулся с рабочей командировки с Донбасса, принял участие в митинге, поздравил всех жителей республики с Днем Героев Отечества и отметил, что подвигами героев создается история, выстраивается вектор развития страны. Мы гордимся выдающимся земляком, министром обороны Российской Федерации, героем России Сергеем Гужелетовичем Шойгу, истинным патриотом большой России и своей малой Родины. 2022 год дал нам еще одно имя настоящего воина, старшего сержанта Мергена Донгака, который за смелость, мужество и стойкость, проявленную в боях в ходе специальной военной операции, награжден звездой героя. Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут, рассказывает заместитель председателя Верховного Хурала Республики Виктор Глухов. Это действительно чествование наших героев. И это является нашим хорошим патриотическим уроком для подрастающего поколения. И в целом празднование его – это действительно достойно того, что мы чтим память наших героев. Напомним, 9 декабря в России с 2007 года отмечают День Героев Отечества. Относительно молодой государственный праздник имеет глубокие исторические корни. В этот день мы вспоминаем и тех, кто ушел, и тех, кто сегодня в строю. Мы гордимся, мы помним. Алтынай Сая, Шолбан Мангуш, Айдана Сенденма, Тува-24. В продолжении темы День Героев Отечества в России – это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 декабря. В Кызыле состоялось открытие региональной волонтерской роты боевого братства на базе школы номер 2. Продолжит Инна Клоян. Волонтерская рота «Боевое братство» – это организация ветеранов боевых действий, которые принимали участие в локальных войнах и по возвращении в мирную гражданскую жизнь, чтобы поддержать друг друга и помогать нуждающимся, ветераны вновь сплотили свои ряды. В рамках проекта по всей России проводится создание региональных отделений волонтерской роты «Боевого братства». Волонтерская рота создавалась с целью оказания помощи определенным слоям населения, участникам Великой Отечественной войны, людям с ограниченными возможностями, детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Волонтером молодежного патриотического движения могут стать все желающие от 14 лет. В прошлом году мы официально открыли волонтерскую роту «Боевое братство» в Республике Тыва. Это у нас, получается, в 18-м школе, Левобережная дача, в 18-м школе, получается, мы первый официально открыли. А вот, получается, сейчас открываем еще одно отделение волонтерской роты «Боевое братство» на базе второй школы города Кызыла. Еще до официального открытия волонтерская рота боевого братства Тувы занималась благотворительностью и волонтерством. Они также через единый штаб организуют сбор и доставку гуманитарной помощи жителям Донбасса. Первая и главная задача организации – патриотическое воспитание, которое начинается с детей и подростков. Это у нас получается, во-первых, патриотическое воспитание. Наша Родина начинается с наших детей. Дети – это наше будущее. С
Стать частью волонтерской роты могут все, независимо от пола и социальной принадлежности. Почему волонтерская деятельность меняет тысячи жизней? В первую очередь, это приобретение неоценимого опыта, который может пригодиться в повседневной жизни. И мы всегда вместе и будем в дальнейшем работать во благо наших патриотического воспитания наших детей. И наши дети, как выпускники нашей школы, всегда принимают активное участие в общественных мероприятиях. И дальше также будем принимать участие в разных мероприятиях. Руководитель волонтерской роты боевого братства также рассказал, что в будущем планируется охватить все общеобразовательные учреждения республики. Впереди у молодежного актива ряд запланированных мероприятий. Инна Клоян, Буян Аюн, Айдан Сенденма, телеканал ТУВА-24. К другим темам. На пресс-конференции, посвященной Международному дню борьбы с коррупцией, которая прошла сегодня в Центре тувинской культуры, выступили представители Министерства внутренних дел, прокуратуры и Следственного комитета Тувы. Правоохранители Тувы сообщили о выявленных коррупционных преступлениях в регионе за текущий год. Прокурор Сергей Дябкин сообщил, что в республике всего прокуратурой было выявлено 700 нарушений коррупционного закона. Прокуроры внесли более 160 представлений, привлекли к дисциплинарной ответственности порядка 400 должностных лиц, в том числе 2 лица уволены в связи с утратой доверия. Уволены председатель администрации города Агдовурак и заместитель председателя администрации Авюрского района. В суды направлено 15 исковых заявлений на общую сумму более 284 миллионов рублей. Из них удовлетворено судами 7 исков на сумму 265 миллионов рублей. На сегодняшний момент из этих 15 дел рассмотрено уже 10. Все рассмотрены с вынесением наказания в виде административного штрафа. И в бюджет республики, то есть уже фактически взыскано, поступило более 150 миллионов рублей, назначенных в виде штрафа по данным правонарушением. Общий ущерб от всей коррупционной преступности составил почти 39 миллионов рублей. Добровольно возмещено 4,5 миллиона рублей. На имущество подозреваемых и обвиняемых наложен арест на сумму 55 миллионов рублей. То есть арест в этом году удалось наложить на сумму, превышающую нанесенный ущерб по уголовным делам. Суды республики осудили 36 лиц, из них 12 лиц привлечены к реальному сроку. За подкуп в крупном размере предусмотрена ответственность в виде 7 лет лишения свободы, в особо крупном 8 лет тюрьмы. Громкие дела, прогремевшие в республике за последнее время, также не остались без внимания журналистов. В прошлом месяце мною направлено в суд уголовное дело, оно было выявлено органами МВД во взаимодействии с ФСБ республики, расследовалось Следственным комитетом длительное время, но была полностью задокументирована организованная преступная группа, в состав которой входили бывший зампред председателя правительства, министр экономики, замминистра финансов и директор КГУ Центр туризма. По данному уголовному делу уже осужден заключивший со мной досудебное соглашение и сообщивший, в том числе написавший и обратившийся с явкой с повинной, депутат бывший Верховного Хурала. Он осужден к 3 годам реального лишения свободы. Прокурор региона отметил, что если бы бывший депутат регионального парламента не заключил досудебное соглашение и не явился с повинной о своей причастности в деле о хищении 22 миллионов рублей, срок был бы больше в 2 раза. Также журналисты задали вопросы о коррупции при реализации национальных проектов. Нам удалось с тех подрядчиков и субподрядчиков, которые получили деньги, но работу не выполнили, на сегодняшний день 7 миллионов рублей находится на депозитных счетах Следственного управления. До решения суда эти деньги вернутся в бюджет. Министр внутренних дел Сергей Кондрашов отметил, что антикоррупционные проверки в отношении самих сотрудников полиции также выявляют факты взяточничества. Напомним, что при вымогательстве или других фактах, известных вам о коррупции в любой сфере, вы можете обратиться анонимно в правоохранительные органы по горячим линиям, указанным на сайтах ведомств. Надзорные органы Тувы в следующем году продолжат работу с пристальной проверкой деклараций чиновников и руководителей разных уровней.
Знаменитый танцующий духовой оркестр правительства Тувы имени Тимура Дулуша выступит в городах Красноярского края. В концертной программе музыканты используют как национальную фолк-музыку, так и современные музыкальные стили. Оркестр широко известен в России и за ее пределами. На сегодняшний день это единственные в стране духовики, которые выступают верхом на лошадях или катаясь на коньках. В Красноярск оркестр в составе 35 музыкантов пригласили на празднование 200-летия Енисейской губернии. Торжественный концерт состоится 10 декабря во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Но музыканты решили выступить заодно в Дивногорске и в Сосновоборске. Уже завтра, 10 декабря, состоится открытие станции «Тайга». Традиционно в честь нового зимнего спортивного сезона на станции пройдут соревнования по лыжным гонкам. В соревнованиях могут принять участие все желающие. Добраться до станции «Тайга» можно на муниципальном транспорте, который будет отходить в 9:30 утра от бывшего автовокзала на улице Дружбы, 55. Стоимость проезда – 180 рублей. Автобусы на станцию «Тайга» будут ходить каждую субботу и воскресенье, информирует столичная мэрия. Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.